Ассаламу алейкум. Добрый день, дорогие подписчики. Практически каждый день на просторах интернета появляются новые ролики некого Руслана Бузуртанова. Следить за всеми этими роликами и тем более их комментировать у нас, к сожалению, нет времени. Этот персонаж позиционирует себя с исследователем, который ничего от себя не говорит, а лишь приводит факты из архивных документов и книг различных авторов. То, что Бузуртанов ни разу не работал в архивах и не имеет к ним никакого отношения, несложно догадаться. Человек, написавший целую книгу про букву F, да, и часто ссылающийся на архивные документы, даже не знает, что эта буква F означает в архивных шифрах. Знаете, что пишут в архивах? Смотрите, в архивах Гаспи, фолиант такой-то, номер такой-то. Бузуртанов, хочу вам сделать подсказку небольшую. Буква F в архивных шифрах обозначает слово фонд, а не фолиант. Что касается книг, на которые он ссылается, то в большинстве своем это книги, авторами которых являются такие же псевдоисторики из числа сородичей Бузуртанова. И воспринимать эту макулатуру как серьезные источники — это все лишняя трата времени. Проверять всю эту литературу, которую он размахивает в эфире, у нас нет времени. Обратимся к лишь наиболее часто им упоминаемым источникам. Начнем с книги от Малата Лаудаева. Бузуртанов часто ссылается на эту книгу. Вот эта книжка у Малата Лауда, это один из первых чеченских следователей. Офицер, он там тоже говорит о происхождении. Вот на странице 3 этой книги мы читаем. Местность, заключающаяся между Осетией и Кумыкской плоскостью, населена многочисленными племенами кавказских горцев, говорящих одним языком, называющимся чеченским. В составе этого племени входит общество бывших округов Ауховского, Ичкеринского, Аргунского, Чеченского и Назрановского. Заметьте, Назрановского тоже. На странице 2 той же книги мы читаем. Племя это, как увидим ниже, образовалось под снеговыми горами близ истоков реки Аргуна, откуда уже, нуждаясь в земле, стало расходиться по другим местам. Оно заняло горы бывшего Назранского округа, Чаберлой и так далее. Опять сведения Чаха Хрива о том, что ингуши происходят из верхов Иргунского ущелья, подтверждается и Лаудаевым. Вот о сословных отношениях, что пишет Лаудаев. Чеченцы не имели князей и были все равны между собой. Если случалось, что инородцы высших сословий селились между ними, то и они утрачивали свой высокий род и сравнивались с чеченцами. Вот тут пару строк про происхождение ингушей у Лаудаева. Фамилии назрановцев составляли помесь чеченцев с нагорными племенами, гандалоевцами и другими. Это еще цитата. Шатоевцы и назрановцы неохотно зовут себя нахчоями, что происходит от их прежних враждебных отношений к чеченцам. Но при излиянии сердечных чувств, при встрече в гостях, на пути и прочее, они всегда изъявляют свою единоплеменность, выражаясь: «Мы общие братья, вайца вежеридейцы», или «Мы одинаковые, нахчо, вайца нахчойду». Да, конечно, как утверждает Бузуртанов, у Лаудаева есть пару преданий о происхождении чеченцев, от араба, который женился на калмыцкой княжне. Вот. Что сам Лаудаев про это говорит, а Бузуртанов это умалчивает. Вот цитата. «Есть и другие подобные этому предания о происхождении чеченцев, но все они не заслуживают внимания. Вообще же происхождение чеченцев также трудно определить, как и происхождение всех мелких неисторических народов, а потому, не вдаваясь вглубь времен, достаточно привести данные, которые могли бы дать происхождение народа правдоподобное основание». Вот как говорит Лаудаев, что все они неправдоподобны, все эти предания, а Бузуртанов утверждает, что Лаудаев приводит это как доказательство происхождения чеченцев от калмыков. Еще один момент упускает Бузуртанов. Что бы плохого, если даже и говорит Лаудаев про чеченцев,
то под чеченцами здесь также подразумевается ингуши, потому что он четко говорит, что ингуши, назрановцы, все это чеченское племя. Так что, если он говорит, что мы произошли от калмыков, то, соответственно, Бузуртанов, ты тоже, и твоя внешность, конечно, тоже, как ты любишь повторять, устойчивый антропологический тип, у тебя не совсем кавказский антропологический тип. Также часто Бузуртанов ссылается на труды Бирже и Ипполитова. Как раз обе их работы есть вот в этой книге, и мы сейчас процитируем их. Бирже, Чечня и чеченцы, Тифлис, 1859 год. Что говорит о территории Чечни Бирже? На юге Чечня отделялась от Нагорного Дагестана Андийским хребтом до горы Тибулс-Мста и далее Тушино-Пшавско-Хевсурскими горскими округами до укрепления Дарьяла. На западе от укрепления Дарьяльского Средним Тереком. Вот. До Дарьяла и Терека по Бирже доходили чеченские территории. Вот еще один интересный момент у Бирже. Описывает дорогу. Он пишет: дорога от пограничного хребта, который отделяет кистинцев от галгаевцев. Бирже вот доказывает, что кистинцы это не галгаевцы. Кто же тогда кистинцы? Вот опять Бирже далее продолжает. К юго-востоку данная дорога ведет в Кистинское общество в долине реки Аргуна. Вот, Кистинское общество живут в долинах реки Аргуна по Бирже. И вот что о самих преданиях говорит Бирже. Смотря с этой именно точки зрения на предания народов Кавказа, мы хотим обратиться к чеченскому народу. Предания коего в собственном происхождении имеют тот сказочный характер, каким вообще отличаются они от других народов. Рассказы о происхождении чеченцев еще никогда не были приведены в систему. В имевшихся у меня под рукой материалах, полученных из разных мест Чечни, я нашел мало единства в каждом из них, различно с большой или меньшей разностью рассказывается повесть о происхождении чеченцев. И нет сомнений, что с течением времени предания об этом подвергались еще значительнейшим изменениям, которые лишили их уже всякого вероятия. Таким образом, как Лаудаев, так и Бирже утверждают, что все эти предания о происхождении чеченского народа не имеют под собой никакой почвы, что все они придуманы и не являются достоверными. Вот что говорит Ипполитов, бывший руководитель Аргунского округа. Аргунский округ в его настоящем административном виде граничит с севера с Чечней и галайскими обществами, к югу с Ичкерией и Индией, к востоку с Чечней. Западной же своей стороной он соприкасается с Тушетией обществом Алхистинским. Тут надо уточнить, что Чечня имеется в виду чеченские округа Наибства, Большой и Малой Чечни. Величина Аргунского округа до сих пор еще не определена, но по занимаемой им территории это один из больших военно-народных округов Терской области. Число жителей его по последним камеральным ведомостям составляет в 1866 году доходит до 25 тысяч душ обеего пола. Все народонаселение этого округа распределено по 200 аулов. Происхождение чеченского и говорит одним языком с населением Чечни. Это к тому, что некоторые утверждают, что горные чеченцы Ламбро не являются чеченцами. В одном из своих видео Бузуртанов привел такую цитату из книги, что чеченские жилища и архитектура подобная кумыкским, и это он приводил доказательства того, что чеченцы имеют кумыкское или ногайское происхождение. И обращался он к книге «Башня в горах» Аркадия Гольдштейна. Вот эту книгу мы тоже нашли. И сейчас посмотрим, что говорит Гольдштейн. Так вот, в книге Аркадия Гольдштейна на 205 странице мы вот нашли такой интересный момент. Вот. В христианских храмах грузинских аналогов появляется упоминание о дурдзуках и глигвах, чеченцах и ингушах. Гольдштейн говорит, что дурдзуки чеченцы, глигвы ингуши. Хороший момент. Спасибо Бузуртанову. Но вернемся к
Схожести архитектуры. Вот на странице 262 той же книги «Башня гора Гюльштейна». Вот цитата. «Согласно этому описанию, жилища ингушей, не только плоскостных, но и горных в начале 20 века было сходно с дагестанским, а точнее с кумыкским. По логике Бузуртанова, ингуши не только равнины, но и горные, получаются кумыки и Дагестан». И еще один автор, на которого часто ссылается Бузуртанова, это Кобычев. Вот у него тоже я не нашел, конечно, может, в другой какой-то книги те предания, которые приводил Бузуртанов, но зато нашел его в книге вот на странице 48. Это между 48 и 49 клейка. Кашта очень интересная. Кашта. Вот кашта, мы видим ее легенду. Кашта-1. Этническая карта Северного Кавказа. Состояние на 20-е годы 20 века. Выполненная Я.Р. Винниковым. Вот народонаселение. Вот видим вертикальными фиолетовыми штрихами обозначены чеченцы. Вот переходим к самой карте. Вот мы видим нынешний Шелковской и Наурские районы. 3 крупных анклава, таких мест, где живут чеченцы. Практически треть территории Затерича населена чеченцами, остальная часть пополам между нагайцами и русскими. И такая же ситуация в нынешнем в восточных районах Ингушетии. Тут вперемешку с русскими живут чеченцы, даже вот Орджоникидзевская бывшая, и намного западнее, вплоть почти до Назрани, живут чеченцы вперемешку с русскими. Это Нохчиш тоже исторически не принадлежал затерикам места. Да, хоть затеричная Чечня была, там Наибство, но исторически-то с этой стороны Терека жили, да. Также в своих передачах часто Бузуртанов ссылается на некие немецкие документы на немецком языке. И вот в одной из последних передач все-таки он указал, откуда у этих авторов немецких сведения о чеченцах. Там была такая фраза: из беглого сообщения. Ну, сами понимаете, что такое беглое сообщение, это сплетни, но в одной из последних передач он упомянул в этом тексте, наконец-то прочел, от кого это беглое сообщение получили те немецкие авторы, на которых он ссылался. И беглое сообщение это было получено от Гюльштейна, исследователя, биолога. Статья Йогана Затерера. Из короткого сообщения Гюльденштетта господину инспектору Бакмайстеру в сообщении становится ясным и разъясняется, что кавказские чечены вовсе не славяне, а нагайские татары. Вот видите? Вот смотрите, почему вот этому Гюльденштетту надо верить. Знаете почему? Объяснить вам. Книгу Гюльштейна найти несложно в интернете. Она есть на сайте Восточной литературы. Кто хочет, можете найти и прочитать. А вот мы подчеркнули из этой книги, вот выделили наиболее интересные моменты. То, что Бузуртанов говорит о происхождении, о нагайском, о том, в этой книге мы, конечно, не нашли, но нашли другие интересные моменты. Вот, смотрите. Грузины называют жителей большинства этих уездов, имеется в виду Чечню или округов, кисти или кистинцы. Поэтому провинцию очень удобно называть кисти или кистетия. Тут я не вижу нагайцев, ни кумыков, ни татар. Вот, впрочем, кистинский, меджикский или как он называется также обыкновенно в одном из значительнейших округов, чеченский язык, как показывают мои образцы языка, не родственен ни одному из кавказских языков, и вообще никакому известному мне языку, следовательно, стоит совершенно особняком. Кисты или кистинцы, это название я выбрал, потому что оно грузинское и легче для русских, и более обычное, чем меджиги, и более общее, чем чечены, которые обитают только в одном уезде. Живут в селах приблизительно в 20 домов
Большей частью деревни близко расположены одна от другой, так что с одной высоты видно одновременно много деревень. В различных селах стоит каменная башня, в которую при нападении спасаются женщины и дети, и их с верхнего этажа защищают способные к обороне мужчины. Вот, как раз Восточная Чечня, что говорит Геленштейн. Округ Качкалык, Индери и Яхсай в книге. Принадлежащие кистинскому народу округа находятся не только вдоль рек, впадающих в Сунджу, но и на северных Кавказских предгорьях между реками Сунджа, Аксай и Акташ. Под селами, которые расположены между Акташем и Ахсаем, подразумеваются села, объединенные под названием округа Индери-Качкалык. Под селами, расположенными между реками Ахсай и Сунджа, подразумеваются села, объединенные под названием округа Аксай-Качкалык. Вот округ Шалха, возьмем, это нынешний пригородный район, это долина Терека. Округ Шалха, который русский называют Малый Ангушт, потому что он расположен совокупно с предыдущими, находится у подножия гор. Села этих округов, вот в числе этих сел читаем название сел Тирол, Тирлой, Эхки, Гемар. Гемар — это одно из тирлоевских сел в Аргунском ущелье. Кстати, именно рядом с Гемар находится селение, где-то около километра южнее Гемар находится селение Реши, откуда опять-таки Чах-Ахри возводил происхождение ингушей. Вот Ваурху — это скорее Ваугу, Мереж, Межуй, Галай, Ялхар, Хой, селение до сегодняшнего существует в Чеберлоевском районе, недалеко от Кизноем. И вот Нашах, Хайрах — это одно тоже из чантийских сел. И то, что есть легенда о основании селения Ангуш, тоже выходцем из Чанта. Вот округ Чечен опять, Геленштейн. Он занимает место с Нижнего Аргуна, и возвышенность Сунджи является значительным, поэтому под названием его жителей, чеченов, часто понимается вся кистинская нация. Округ Джантича Бутли расположен у Сунджи. Джантич и Берлой, по времени Геленштейна, жили у Сунджи. Ниже Хусерети, у Асай, это у вас находится кистинский уезд Майсты. Речка Решни, ее приток Айрджи-Корта, черноголов, потому что он берет начало в Черных Сланцевых горах, на нем стоит несколько селений. Вверху на Решни находится Кистинский уезд, Анашки, Кистинский уезд. И у Айрджи-Корта тоже Кистинский уезд, Чишник, это Чишки. Речка Хулхулау, самый нижний приток Сунджи, берущий начало тоже из главных гор. Близ ее устья с правой стороны в нее впадает мощный ручей Гумс, на котором стоит кистинское село Майртуб. Вот что про Ангушт. От Ангушт и Алла были подвластны то Ахсайским, то Аксайским, или Аксайским, то Кабардинским князьям. Недавно они присягнули на верность России и для удовлетворения своей верности дали заложников, которые находятся в Кизляре. Вот граница округа Галгай. По-грузински Алга у истоков Асы. У истоков Асы. Даже не вся долина Асы. У истоков Асы впадаешь в Сунджу. И границу уезда Галга или Халха, которая простирается от Камбилея и Терека через Сунджу и до Асы. Восточный берег Галгай — это Асов, а не Фортанга у Геленштейна. Вот река, приток Сунджи, это Назранский район, сейчас река Ендерсу или Ендирсу, получившая свое название по имени кабардинского князя. Назрань река. В начале этого столетия на Ендирсу и Назране жили илосанские кабардинцы, в настоящее время они необитаемые. В конце 18 века нынешний Назрановский район необитаем, а до этого жили там кабардинцы. И ничего о кумыкском или нагайском происхождении чеченцев. Наоборот, даже аух у Геленштейна назван кистинским. Такие же предания, которые приводят Бузуртанов, даже более действительно обоснованными. Вот недавно в своей передаче привел Амин Тисаев. Но там
не выдумки, как у Бузурштанова, а действительно ссылками на книги, на труды приведены легенды, которые записаны самими ингушскими авторами. Правда, скорее всего, из политкорректности Амин Тесаев не упомянул Шерил Харяхтера один момент. Бузурштанов часто любит повторять, что вот в книге у Лаудаева, что чеченцы, чтобы получить землю у калмыцкого хана, чтобы он ушел с Кавказа, выдали замуж за него свою сестру. Но Лаудаев говорит, что это предание, это все чушь, что они недостоверные. Просто он их привел как есть и заявил, что они недостоверны. Но из тех же ингушских преданий мы знаем факт Эги, который основоположник вот этих Хакалой, из самих ингушских преданий он выдал свою жену замуж за кабардинского князя, жену, не сестру, жену замуж за кабардинского князя, чтобы получить землю. И если мы сейчас будем искать, кто что плохого сказал про чеченцев, поверьте мне, что в тех же книгах намного хуже говорится про ингушей. Но мы это не берем за основу, потому что мы знаем ингушей лучше, чем те, кто о них писал. Нам, чтобы узнать наших братьев, единокровных, не нужны никакие легенды, предания, записанные кем-то, какими-то неверными, которые где-то шлялись и что-то записывали, какие-то сплетни. Мы знаем, что ингуши в основном в основе своем достойные люди, настоящие мужчины, праведные мусульмане и наши братья по крови.